Приветствую тебя, Самас, приветствую, дорогие зрители. С вами исторический подкаст «Ход истории». Сегодня у нас очень интересная тема – это образование горских обществ в Алании. Это период с 15-16 столетий, ну и строились, так скажем, эти горные общества вплоть до 18-19 столетий. Вот это все мы сегодня с Ацамазом будем обсуждать. Рад всех приветствовать. Тема у нас сегодня обширная. Мы должны будем как-то поэтапно обсудить специфику каждого горского общества. Ну, перед этим, конечно, мы расскажем про то, как, в принципе, стоит понимать выражение «горское общество». Не просто география, а что-то про структуру. Это социальная какая-то общность, которая, конечно, расположилась в горной части Северной Осетии Алании. И как лучше всего понимать это вот в вопросах социально-экономического явления. Мы попробуем раскрыть пока вопрос, связанный с Северной Осетией, но не стоит отрицать того факта, что юг Осетии с точки зрения горского единства, гражданской общины, это та же самая Осетия. Немного другая география. Мы приведем в пример ряд разных ущелий и их историю. Если каким-то образом не зацепим отдельный пример какого-либо ущелья, пусть это не станет обидой для выходцев из этих мест, поскольку мы постараемся именно обобщить этот вопрос и просто будем приводить какие-то отдельные примеры из разных ущелий. Ну, давай тогда начнем с самого начала. С самого начала горской истории Осетии. Рубеж 14-15 столетий. После нашествия хромого Тимура аланы вынуждены заходить в горы. И вот здесь, можно сказать, все начинается заново. То есть заново начинают строить отношения с друг другом, заново образовывается общество. Но перед обществами были гражданские общины. В итоге основная часть Алан, она расселилась на Центральном Кавказе, это современная территория Северной Осетии и, соответственно, территория Южной Осетии. Уже позже образовались 11 горских обществ. Давай постараемся их назвать. Это у нас на севере Осетии Тагурское общество, которое затрагивает 3 географических ущелья: Терское или Дарьяльское, Гизельдонское и, соответственно, ущелье Ганалдона. Ну, если быть более точным, Даргавская котловина и Гиналдонское ущелье. Также это Куртатинское ущелье, долина реки Феогдон, Алагирское ущелье и ущелье Дигорское. Это то, что касается севера Осетии. Были общества Центральной Осетии. Это Туальское общество, Урс-Туальское, Тершегом и Якутское ущелье. На юге Осетии это Ксанское общество, Дзауское общество и общество Кударское. Вот эти 11 основных обществ мы и будем обсуждать сегодня в рамках выпуска обобщенно. Они, каждый по-своему, наверное, все равно представлял что-то единое. Вот если так начать знакомиться с этой темой, искать какие-то работы, статьи, материалы, везде представляется интересная версия, что вот горское общество Осетии, Горной Осетии, оно представляет собой некую древнюю модель склада и структуризации самого общества. То есть, если я уже говорю про то, как социум выглядит, это всегда деление на 3 основных сословия. Это всегда речь о преемнике одном, точнее, прародителе, который уже даст начало всем остальным. Ну, как правило, там какая концепция? Есть один прародитель, далее у него 3 сына, которые уже дают начало всему обществу. И это действительно древняя концепция, которую можно еще вспомнить в период скифов. Да, и вспомнить вот интересные сказания про Таргитая, у которого было 3 сына. И опять же, получается, первопредок, от которого все и пошло. В принципе, в горных обществах Осетии ничего не менялось. Мы берем разные общества, ищем какую-то местную легенду о неком первопредке, и понимаем, что выходцы, точнее, все потомки этого первопредка, они вот как бы полноправные жители этого самого общества. Ну и также жители не только в плане географии, но и в плане каких-то гражданских и юридических обязательств. Да, практически в каждом ущелье, в каждом селе есть такая легенда, то, что был первопредок, и у него 3 сына. Ну да, это как, повторюсь, древняя индоевропейская
индоиранская, в нашем случае, такая концепция. Ну, я думаю, продолжение этой концепции лучше всего получилось в двух обществах. Это Лагерском обществе и, наверное, обществе Дегорском. Но вот нас больше, наверное, интересует вопрос об Алагирском обществе, потому что там образовалось 3 колена Озбагатара от 3 его сыновей. Это Кушагонта, это Шидамонта и, соответственно, это Царазонта. И вот эти 3 колена, можно сказать, и определяли дальнейшую политику Алагирского общества, Алагирского ущелья. Они, потомки вот этих 3 колен, они играли важнейшую роль. У многих есть стереотип, что вот было ущелье, и, соответственно, вот все горское общество – это одно ущелье. Но на самом деле мы знаем пример Тагаурии. Это 3 ущелья географических. Даряльское ущелье, как я уже говорил, Ганалдон и Даргавс. Потом вот тоже, если взять Алагирское общество, это же тоже несколько изначально гражданских общин. Это несколько сел, вот, где как раз и расселились 3 колена Озбагатара. Потом мне очень всегда интересен пример Куртатии, куртатинского общества. Я очень любил, даже несколько раз слушал лекции Руслана Сулеймановича Бзарова по поводу этого. Он всегда, рассказывая о гражданских общинах и потом об образовании горских обществ, приводил пример Куртатии. То есть для нас уже куртатинское общество – это такое единое общество. Но оно-то изначально состояло из нескольких гражданских общин. Даже географически в начале Куртатинского ущелья 2 таких достаточно крупных села – это Девгиз и, если вот вверх еще подниматься, селение Гули. Уже дальше комплекс сел как раз Куртатии – это Баржыков, это Зуарыков, это Далоков, это, соответственно, Куртатия. И потом уже такое общество, как Лац, и, соответственно, общество Цеметинское. И вот между этими гражданскими общинами шла борьба за то, кто будет на высшей ступени пьедестала. Ну и в какой-то момент, наверное, эту борьбу все-таки выиграли куртатинцы. Сейчас мы все ущелье обозначаем куртатинским. Но раньше куртатинской гражданской общиной только отдельная часть Феогдонского ущелья обозначалась. Раз ты это сказал, вот нужно прокомментировать еще очень важную деталь. Междоусобиц внутренних на постоянной основе не было. И если даже и были какие-то столкновения, они, конечно, были от случая к случаю, они касались права владения лучшей землей. Вот как бы это сейчас ни звучало, но природа же диктует те условия жизнедеятельности, которые нам будут угодны или возможны для нас. Вот. Природа у всех была разная, природный фонд. Если сравнивать, допустим, Алагирское ущелье с Дегорским ущельем, оно ощутимо отставало. Алагирское от Дегорского, ввиду того, что Дегорское ущелье было более богатым, более разнообразным в плане флоры, фауны, земельного фонда. И вот это надо все понимать. Поэтому, если мы говорим про какую-то конфликтность, тут прям вот можно посмотреть в сторону центральной высокогорной части Осетии. Вот где самый низкий процент пахотной плодородной земли. Нарской котловины, Туалии. Да, Урс-Туальской. То есть все эти направления, они, конечно, действительно были достаточно конфликтные в плане отношений друг к другу. И есть примеры здесь даже неких таких столкновений между разными фамилиями за, опять же, борьбу на определенной территории или главенство на этих самых территориях. Это все правда, но в целом горские общества – это все равно конфедерация. Конфедерация, которая существует в одном пространстве. Осетины, живущие на территории разных горских обществ, они носители одного этнического самосознания, одной культуры, одного языка. И в случае необходимости это все равно нечто единое. Военная угроза, допустим, объединяются. Это общий интерес. И ряд других примеров. Ну, вот это вот... твоя мысль к тому, что несмотря на там, разный статус князей, на разный строй общества каждого, если приходит какая-то угроза, все понимают, что мы один народ. Да, и моя мысль в том числе и к тому, что даже если есть какие-то внутренние проблемы, эти внутренние проблемы никак не объясняют взаимодействие одного горского общества с другого. То есть это просто какой-то случай, который происходит ввиду вот таких обстоятельств, не более. И как-то характеризовать из-за этого отношения разных горских обществ мы тоже не можем. Просто надо сказать, что это было. Вот это все обсуждая, вот мы еще одну важную мысль услышали, что не у всех были одинаковые условия. То
То есть разные горские общества, у всех свои условия, а значит развитие каждого горского общества, оно совершенно в разном темпе происходит. То есть у кого-то больше земель, кому-то легче развивать сельское хозяйство. Кто-то контролирует важные транскавказские дороги, Причем- если в примере с Тагаурей. Тагаурия, кстати, была в этом смысле, на мой взгляд, абсолютным носителем такой привилегии, потому что там вопросы пошлин, вопросы контроля очень важной дороги, и из этого же вытекает вопрос, связанный с загрузкой рабочих. Ну, рабочих неправильно, а в принципе с рынком труда он появляется. То есть можно как-то подрабатывать, можно наниматься извозчиком, перевозить вещи. То есть есть определенная привилегия просто из-за того, что такая география у тагаурцев. Но снова вернуться в сторону центральной части, да, этих самых обществ, и та же самая проблема – это низкий земельный фонд в плане пахотной земли. Это очень суровые условия жизни. К слову, достаточно вспомнить основоположника астинской прозы Щекага Адиева, который в своих произведениях, описывая родное Кутское ущелье, он-то, в принципе, понятно, вырос в Кутском ущелье, он его прекрасно знал, но и другие общества Центральной Осетии, он с ними тоже был знаком. И вот он, когда описывает природу, ты понимаешь, насколько жизнь тяжелая была. Вот, не помню, как точно он выразился, но мысль была какая? Насколько прекрасно летом Кутское ущелье и, в принципе, Центральная Осетия, настолько же она ужасна зимой. Просто огромный слой снега, и это, естественно, свое влияние на почву оказывает, это оказывает влияние на работу, ну и меньше продуктов. А чем меньше продуктов, тем больше ты должен думать о том, что будет есть твой ребенок завтра. И это огромная проблема. Так что география, климат – это очень важные факторы. Ты очень правильно отметил, потому что без указания климата, географии мы не можем говорить о развитии общества. То есть это обязательно нужно отметить. И в свою очередь эти же условия напрямую, они направляют общество в темпе развития и в ключе развития. Вот давай немного опишем саму структуру. Уже пора. Наше общество, его можно охарактеризовать очень грубо, феодальным. И я, честно скажу, если вот мы придерживаемся пятиступенчатой концепции, что общество, социум, человечество проходит вот разные стадии социально-экономического развития, эволюционного, да, то есть это первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, далее уже идет капиталистический, коммунистический, ну или социалистический, да, там апогея развития социума. Вот если мы берем феодальный и говорим, что вот у нас как бы вот на этот период как раз-таки феодализм, да, то есть феодальная формация, и ей можно как бы описать Осетию, и не только Осетию в тот промежуток времени, то я скажу, что мы очень далеки от классического понимания феодализма. Да, мы общество с феодальной формой, у нас есть понятие привилегированного и даже податного населения, но нету четкой структуры феодализации. И вот мы должны сейчас с тобой, наверное, подробно это все обсудить. Начнем с того, что такое человек в обществе, кто такой гражданин в обществе. Многие сегодня путаются, но вот очень популярное слово «уэждан», слово, которым сегодня принято в буквальном смысле описывать или называть людей благородного происхождения. Это всегда такая ассоциация. Изначально уэждан – это гражданин, который имеет несколько, скажем так, характеристик. Во-первых, он должен иметь в наследии землю. То есть у него есть кусочек земли в наследстве. Неправильно начал. Наверное, на первую позицию тут лучше поставить тот факт, что он возносит свое происхождение к первопредку-основателю. Его фамилия, его род, да, это возносит свое происхождение именно к первопредку-основателю. Если это тагаурец, там, с Даргавса, это Камби, если это там его три сына, если это там куртатинец, Курта, если это там алагирец, это Озбагатар и его три сына. Ну, вот по этой же концепции. На втором месте, как я уже и сказал, это клочок земли, хотя бы какой-либо. То есть тут не важно, большая у тебя земля в наследстве или действительно маленький участок. Никакой роли это не имеет. У тебя вот есть в наследии земля. И даже приобретенная земля, если она даже больше, это уже не одно и то же. Она тебе не дает никаких прав. Только вот наследственная земля, да, это такой пункт для гражданина. По сути, получается, каждый человек
выходец из горного общества, который берет свое начало от первопредка, имеет в наследие землю, он является гражданином. И мы как бы не можем говорить, что тогда это какой-то особый класс. Это гражданское общество. Это, по-моему, особый класс стало приобретать, когда миграции массовые начали происходить. Да, и на самом деле, наверное, не то, что с самой миграцией это связано, с самим процессом переселения, нет. Это с изменением отношений и изменением, в том числе, экономического положения всей Осетии. Важно понимать, что изначально это гражданин. У него есть юридические права, у него есть земля. Он происходит из остинской фамилии, которая берет свое начало от первопредка. Какими еще качествами он наделяется? Вот это основные качества и критерии. Он участвует в жизни общества, он присутствует на народных собраниях. Чуть позже мы будем говорить с тобой про Нахаш, мы будем говорить про Тархон. про очень важный институт любого общества, в нашем случае, нашего осетинского. Вот. И он является полноправным участником всех этих мероприятий. Причем понятие «гражданин» вот в эпоху феодализма у нас, оно такое, как и практически везде. Ну, в плане того, что есть юридические права, ты должен их подкреплять своей кровью. Вот это немного грубо звучит, но имеется в виду своим происхождением. У тебя есть происхождение, да, у тебя есть политические права. Так все и работает. Ну, где-то это появилось раньше гораздо, в Древней Греции. Кстати говоря, то же самое определение. Кто такой гражданин? Там определение такое, что это мужчина в первую очередь. Немного патриархальная сущность проскальзывает. Женщина не могла быть гражданином. Но это мужчина, который имеет отношение к какой-то фамилии. Он родился на территории полиса, имеет в наследии землю. Он обладает политическими правами. Гражданин. В Риме то же самое, да, тоже похожая картина. Там, кстати говоря, женщина имела большие права и защищалась все-таки римским правом, в отличие от греческого примера, где, наверное, женщина больше как имущество мужчины. В классическом феодализме форма вот этих отношений, она продиктована таким институтом, как крепостное право, где ты рождаешься уже в неодинаковых социальных условиях, где форма принуждения является закон, который тебя обязует находиться на определенной ступени, подчиняться феодалу. И это все происходит как уже социально-экономическое взаимодействие между едиными. У нас такого не было. Осетины это обошли. По идее, как ты сказал, социального неравенства не было. Экономическая зависимость, да, она была. У них, у дворян арендовали землю, фаршаглоги за нее платили. Ну, платили как? Они на ней работали. Были, да, у них какие-то экономические обязательства. Но абсолютно спокойно, относительно спокойно, фаршаглог мог уйти на другую территорию, то есть к другому вождану. И точно так же вождан мог сказать фаршаглогу: мы не нуждаемся больше в твоих услугах, ищи себе нового вождана, так называемого хозяина. Но вот это если в теории говорить. На практике такое случалось не так часто, потому что у многих семей фаршаглогов, у них были все-таки хозяйства, на которых их предки работали, то есть поколениями. Эта семья, одна семья могла на них работать. И никто не мог просто взять, бросить, так скажем, весь свой труд и уйти к новой семье и, соответственно, завести, просто все заново начинать. Поэтому зависимость была, и да, я, наверное, немного согласен с твоей мыслью по поводу отсутствия социального неравенства. Вот здесь точно зависимость, она была только экономическая. Социальной независимости не было. По факту фаршаглог, он изначально был полностью свободный. Потом уже, если мы берем другое население, вот, кстати, достаточно оно интересное, это кавдасарды, то есть с остинского, рожденный в яслях. Он рождался от брака вождана с женой не из благородного сословия, второй женой. Но второй женой не из-за того, что она второй действительно по порядку женой стала, а потому что статус у нее был такой. В идеальной картине мира у вождана всегда должна была быть девушка из такой же благородной фамилии, чтобы рождались такие же вожданы. Но потом могла быть еще и вторая жена, но Мулуш, вот от нее уже рождался Кавдасард. Кавдасард наравне, не то чтобы с холопами, но наравне с другим экономически зависимым населением должен был работать. Работать в хозяйстве, работать на своего отца. Это была необходимость. И вот, много у нас историй связано с кавдасардами, которые рождались от брака
так скажем, благородного мужчины и неблагородной обычной женщины. Ну, наверное, самая известная история связана у нас по народным преданиям с Черменом Тулатовым. Потом было население кушагов. Это вот как раз те, кто работали на земле, ну, да, частично зависимое население. Ну и, как не подчеркнуть, опять же, не вспомнить снова холопов, как Таца сказал, это военнопленные. Все-таки в какой-то момент, по моему мнению, они становились частью общества, понятно, не в первом, не во втором поколении, уже через несколько поколений. Ну, так или иначе, это вот основные категории населения в Горной Осетии, в наших горских обществах. И снова, если мы уже вот так по порядку все описываем, хочу вот отстоять вот эту вот позицию. Какую? Что как раз-таки насчет социального положения и, в принципе, какой-либо дифференциации общества. Еще раз, мы определились, Вождан – это гражданин. На втором месте, как ты сказал, фаршегуэг, то есть посторонний, да, в переводе, человек со стороны. Вот, смотри, одна гражданская община, одно общество. Внутри все равны, если они граждане. Никакого социального неравенства, все в одних условиях. Человек со стороны, уже есть небольшая оговорка. Он имеет экономические, вот у любого человека есть также определенные экономические права, да, если мы говорим про какую-то, тем более, изолированную среду. И вот тут самое интересное и начинается, поскольку, понятное дело, он не может претендовать на какие-либо земли. Он человек со стороны. Но снова, ты уже об этом сказал, снова его права и свободы кто-то ограничивает? Нет. В социальном смысле он остается человеком. В социальном смысле он остается, пусть не полноправным гражданином, но сейчас частью этого горского общества. А потому, как ты выразился, он свободно может заключать соглашение с местным вожданом, при необходимости разрывать это соглашение, обе стороны. Одна сторона захотела, до свидания, другая сторона сказала, до свидания, все. И об этом-то и речь. То есть все-таки, и вот третья уже категория. На мой взгляд, вот если это не прокомментировать, это тоже неправильно будут понимать, потому что вот так называемые кавдасарды, это уже категория вот для многих кажется странно, да, если нет такой вот социальной разницы, то почему есть явление кавдасардов? Потому что на момент, когда происходит брак между вожданом и фаршегуэгом, да, то есть два статуса, благородный и человек со стороны, который не может кровно носить то же самое благородное родство в той или иной гражданской общине или горском обществе. Их потомство уже берет на себя вот это вот наименование, то есть кавдасарды. Более скажу, да, вот откуда появилось понятие номауш, да, то есть откуда выражение второй жены, почему она сословно должна быть ниже, чем другая женщина, допустим, из того же горского общества. Потому что она изначально женщина, по всей видимости, не из этого горского общества, из семьи, допустим, фарсегуагов, да, чего у нее вот присваивается статус в социальном смысле, который чуть пониже, чем семья вожданов, потому что они не граждане. Все такие дифференциации, они были из-за экономической зависимости. Однозначно. Ну вот пример, опять же, Номалуш. Вот она, насколько бы она старше даже этой девушки благородного происхождения не была, она все равно не могла такие же права на много что предъявлять. Условно мы возьмем кавдасардов тех же, но они при детях полноправной супруги, полноправного, соответственно, супруга мужчины, они не могли сидеть, вернее, при них. Они должны были стоять. Но это же показатель социального неравенства. Просто, наверное, чуть-чуть это правильно сформулируем. Еще одну мысль. Было социальное равенство или нет? Как мы пытаемся это рассмотреть? Как мы пытаемся это изучить? Форма зависимости. Наверное, вот это заглавный вопрос в этой теме. Все-таки была ли какая-либо форма зависимости у населения друг с другом? У нас возник спор, давай немного поговорим о том, где эти споры решались. У нас таких органов было два. Один – это Нахаш, другой – это Тархон. Ну, давай поподробнее поговорим немного о Нахаше. Нахаш мог быть в селе, Нахаш мог один быть на несколько сел. Ну и, соответственно, один Нахаш был такой на все ущелье, где обсуждались самые важные дела.
Это не просто совет старейшин. Вот я очень не люблю, когда это называют советом старейшин, и когда за стинским столом старших называют старейшинами. Я считаю это немного некорректным термином, где явно подчеркивается возраст мужчин. В Нахаше участвовали все категории населения, я имею в виду возрастные. Ну, естественно, более важную роль играли старшие мужчины, уважаемые мужчины, опытные мужчины. Участвовали также относительно молодые. И вот на этом Нахаше изначально, естественно, обсуждались общенасущные вопросы. То есть распределение земель, план работ. Это все было очень и очень важно. Плюс, понятное дело, не только на Нахаше, но и в другом месте, Тархоне, обсуждали дела, связанные с кровной местью. Вот сейчас часто у меня бывает такое, узнаю какую-то новую фамилию, знакомлюсь с человеком, и мне резко становится интересно происхождение этой фамилии. То есть я уже примерно с возрастом стал понимать, кто с какого ущелья вышел, но вот я еще смотрю там историю этой фамилии. И очень часто мы знаем миграции фамилий. То есть то, что они мигрировали, и вот вопрос, из-за чего они могли мигрировать? Одна из самых частых причин – кровная месть. Эта миграция кем провоцировалась? В том числе Нахашем. То есть на Нахаше это все обсуждали, и мы могли вынести такой вердикт, то, что фамилия выселялась. На Нахаше также формировалась военная сила. Если была угроза военная или хотели стать для кого-то военной угрозой, все это тоже также решал Нахаш. Ну, а потом уже мы можем взять и Тархон. Самый известный Тархон в Осетии находится в Валаджире, в Лагирском ущелье. Это суд Тархон в Оселении и Дагом. Вот, мы очень хорошо с тобой знаем, что не только осетины со всех ущелий решали там свои вопросы. Дагомский суд, он был в том числе популярен среди других народов. То есть все понимали справедливость и высокий статус этого суда. В определенный промежуток времени выражение «нахаш», то есть народное собрание, где, как ты выразился, представители были, как правило, старших, именно старшего звена от каждой семьи, от каждого рода, хотя и исключения были, конечно, из этого случая, в какой-то момент его одинаково отождествляли с понятием Тархон, то есть суд. Одно и то же. Вот любое народное такое собрание, оно для чего вообще нужно было? Для того, чтобы решать внутри общественные какие-либо вопросы. Будь то кровная месть, будь то распределение земель, будь то наказание преступника, решение проблемы, кто виноват, кто прав. И это все осуществляло принцип народной демократии, которая существовала вот в этой самой гражданской общине. Вот так это перечисляя, мы должны, наверное, как-то это вот просто взять и назвать. Если это народная демократия, она всегда была, всегда есть. На этом, в этих судах всех судили, кстати, одинаково. Снова вот, да, вот я хочу вернуться к своему тезису, почему у нас социального такого не было дисбаланса. Поскольку все равно одинаково представали перед законом за одни и те же деяния, если они были элементами одного общества. И это, снова хочу подчеркнуть, это вот нужно для себя строго различать. И вот народное собрание, точнее народная демократия, вот такая, которая осуществлялась в виде этого самого суда, это самый яркий пример доказательства всему тому, что я уже сказал в рамках какого-либо социального неравенства самой Осетии. Вот ты Алагирца в самом начале вспомнил. Ты сказал «Щидамонта, Цааражонта, Кушагонта». Я тебе задам вопрос. Между ними иерархия была какая-нибудь? Наверное, нет. Наверное или нет? Нет. Никакой иерархии. И даже тот факт, что они делятся, и это деление, оно как бы по, опять же, сферам жизни человека, то есть война, производство, духовенство и суд. Да, вот три категории. Несмотря на это деление, никакой иерархии между ними нет, нет понятия выше, ниже, нет понятия важнее, менее важно. Это и есть принцип равенства, социального равенства. Поэтому у нас существовал принцип народной демократии, поэтому у нас существовал такой орган, как Нахаш. В раздробленном, дифференцированном обществе не существовало бы народного собрания, как Нахаш, где все решалось бы таким образом, где все перед законом равны. То есть вот это вот важные примеры. Что мы за сегодня с тобой уже успели
раскрыть в рамках этой темы. Во-первых, тот факт, что каждое горское общество повторяет древнюю структуру своего деления и организации. 3 колена, 3 сына. 3 колена, 3 сына. То есть мифологически все везде как бы похоже, концептуально. Далее мы подчеркнули, что у всех горских обществ были свои условия. То есть они неравномерно развивались, они имели разные условия для этого самого развития. И у кого-то были большие возможности, у кого-то меньшие. И это просто географические условия. Кто-то с привилегией, кто-то без. Далее, мы также сказали, что общество представляло собой пример феодального общества. При этом отличалось от классического феодализма. Но осетины внутри горского общества – это граждане, которые равны перед собой. Мы также подчеркнули, что у этого есть свои признаки, что есть суд, народный суд, где в буквальном смысле проповедуют принцип народной демократии. Гражданин предстает в этом суде, не только суд, нахаш, участвует в обсуждении, участвует в будущем и в развитии того или иного горского общества. То есть, опять же, перечислили признаки вот этой самой народной демократии каждой ее горской общины. Исходя из этого всего, мы делаем следующий вывод. Вот Осетия периода 15-17 столетия, ну еще и дальше можно даже, да, за порог немного уйти. Это действительно такая горная феодальная страна, состоящая из союза разных таких горских обществ, вот, союз конфедераций. Вот. При этом, несмотря на разную жизнь, разную географию, живущая по одним принципам, по одной концепции, одной структуре. Вот. И с легкой разницей, если сравнивать нас в целом с другими обществами за пределами уже Кавказа. Мне очень нравится терминология, термин «конфедерация» по поводу осетинских горских обществ. Это каждое отдельное общество, оно отличалось. Да, оно отличалось, но при этом все понимали, что в нужный момент все должны быть едины, и все понимали, что на территории этих обществ, опять же, не географических ущелий, именно обществ, живет один народ. Ну и раз мы с тобой закругляемся, наверное, стоит порекомендовать нашим зрителям вот эту книжечку «История Алании» под авторством Руслана Сулеймановича Бзарова. Вообще мы с тобой почти в каждом выпуске, наверное, это подчеркиваем. Это фундаментальный труд, в том числе для нас. Это наш профессор, лекции которого мы по поводу Горной Осетии слушали, материалы которого читаем. Руслан Сулейманович вообще свою докторскую диссертацию защитил именно по строю гражданских общин в Горной Осетии. Ну и, наверное, это такой основополагающий труд, который стоит прочитать, дабы познакомиться с этой темой, о том, какие были ущелья, как образовывались горские общества, как осуществлялись взаимоотношения между различными категориями населения, как эти категории населения в принципе образовывались. Ну вот, наверное, это фундаментальный труд. В завершении темы надо вот подчеркнуть, что Осетия, Горная Осетия – это вопрос очень, очень многослойный. Мы постарались раскрыть его с таких основных ракурсов, постарались рассказать, как было в разных горских обществах, привести какие-то отдельные примеры, о чем-то даже успели поспорить. Однако тема еще будет, наверное, не раз подниматься в рамках даже исторического подкаста, просто уже совершенно с другой стороны. На сегодня мы заканчиваем. Спасибо зрителям. С вами был «Ход истории» от Самас Абисалов и Рустам Хадаев. Всем пока.